За моей спиной проект Казарманского каскада ГЭС, один из самых крупнейших проектов Кыргызстана. И таких в этом зале очень много. И все это в рамках проекта «Энергоэкспо Кыргызстан ШОС 2026». В первую очередь хотелось бы начать с того, что сегодня действительно очень важное событие. Сегодня у нас открытие первой в истории Кыргызстана международной выставки энергетики и энергетической инфраструктуры и оборудования. Выставка организована в рамках съезда министров энергетики ШОС 2026 и в рамках председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества в этом году. Поэтому, конечно, в первую очередь основной целью мероприятия являлось представить энергетический потенциал нашей страны, познакомить участников выставки с зарубежными местными партнерами, создать такую площадку для открытого диалога между государственными органами власти, представителями бизнеса, энергетического сектора, ассоциаций и профильных ведомств. На самом деле на выставке представлено очень много различных энергетических технологий. Всего в выставке участвуют более 42 компаний из 7 стран мира. И представлены максимально разнопрофильные разные компании энергетического сектора. Судя по участникам и по вопросам посетителей, конечно, в первую очередь сейчас у всех на слуху, можно так сказать, это зеленая энергетика, возобновляемые источники энергии, это электрические солнечные панели, это ветряные мельницы, в общем, все, что касается энергоэффективных решений. Если заглянуть на 10-15 лет вперед, как, на ваш взгляд, изменится жизнь обычного жителя Бишкека благодаря тем технологиям, которые мы видим сегодня на выставке? Да, на самом деле мы уже видим, что сейчас за последние несколько лет у нас в стране произошли большие перемены в разрезе того, что Кыргызстан у нас активно строится, активно развиваются регионы, вместе с тем развиваются различные города в регионах, развивается инфраструктура, растет очень сильно строительство. Вместе с строительством растет энергетика, медицина и другие смежные направления. Поэтому, конечно, судя по интересу и по большому количеству открытию новых малых ГЭС, солнечных панелей, ветряных мельниц, я думаю, что через 10-15 лет у нас будет очень много точек потребления возобновляемых источников энергии, ветряных, зеленой энергетики и, собственно, всех целей, которые в этом году Министерство энергетики поставило перед собой. С нами сегодня Кундуз Кырбашева, председатель ассоциации ВИА. Сегодня открылась та самая выставка. Какие ваши первые впечатления? Во-первых, я очень-очень рада, что наконец-то открылась выставка специальная для энергетики, потому что мы знаем, все это было, но в рамках промышленности или в рамках строительного какого-то сектора, но отдельно, чтобы именно энергосектор сделал свою выставку. Сегодня это происходит впервые в Кыргызстане, к чему я очень рада. Также, как вы видите, оказалось, что у нас очень много поставщиков по энергооборудованию. Также очень много наших местных производителей, которые производят, собирают солнечные панели, инверторы, также тепловые насосы, которые сейчас применяют для энергоэффективности. Поскольку последние 5 лет вопрос сохранения энергии, вопрос энергоэффективности, энергопотребления стоит остро с нехваткой энергии, и поэтому сейчас многие посетители, домохозяйства, бизнес хотят переходить на автономную генерацию электроэнергии, то есть сами хотят производить электроэнергию и сами же его использовать для своих нужд. Поэтому как сегодня увидели, очень много компаний представили свои продукции, это солнечные панели, тепловые насосы. И очень порадовало еще один стенд, это наши члены ассоциации, компания Айова, которые совместно КГТУ Розакова на базе нашего университета, они собирают тепловые насосы. Тепловые насосы, Да. то есть у нас уже есть? Да, собирает.
Ну, я не могу сказать, да, там выпуск с нуля, потому что это же такая высокотехнологичная продукция. Нам, конечно, с соседним Китаем не конкурировать по производству солнечных панелей. Ну, хотя бы мы могли бы у себя собирать, дешевле было бы из-за логистики, потому что логистика же много как бы финансов забирает у поставщиков. И поэтому отрадно, что все-таки у нас наконец-то это началось. Я думаю, что это все-таки начало, потом рынок будет развиваться, потому что спрос очень большой со стороны населения, со стороны бизнеса, производства. На мой взгляд, мы также достаточно продуктивные шаги делаем и с точки зрения нашего флагманского проекта атомной станции малой мощности. Мы прекрасно понимаем, чувствуем и видим, что для Кыргызстана, для правительства, для народа это важно. Поэтому потребность в электричестве будет расти, и нужны серьезные источники генерации электричества. Атомная энергетика является одним из таких источников. С учетом того, что электричество нужно уже здесь и сейчас, работу по такую предметную работу по атомной станции, но нужно начинать уже в ближайшее время. Там, с точки зрения лет, наверное, здесь я не хочу говорить за Кыргызстан, но мы прекрасно понимаем, что это не вопрос, который будет решаться, который точно не будут решать следующие поколения. Это вопрос, который будем решать мы и в самые ближайшие годы.